На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с баскетбольными федерациями России и Южной Осетии. Спортивная общественность Абхазии отметила столетие абхазского баскетбола. Демократия и традиции абхазской государственности. Круглый стол под таким названием состоялся в Апиги. В центре внимания городской активизм. На Абаза ТВ продолжается проект «Сила общества». Начнем с внешней политики. В Женеве состоялся 62-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В ходе раунда представители всех делегаций отметили, что ситуация в регионе продолжает оставаться сравнительно спокойной. В первой группе по вопросам безопасности было подтверждено приоритетное значение заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, о делимитации и демаркации границ между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и Грузией с другой. Представители всех делегаций подтвердили приверженность восстановлению механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ. Однако противоположность в позициях сторон в отношении технических условий проведения встреч в рамках механизма остается фактором, препятствующим реализации намерений сторон по реанимации МПРИ. Делегации России, Абхазии и Южной Осетии обратились к сопредседателям с призывом переносу международных дискуссий из Швейцарии в другое место с сохранением переговорного формата в силу того, что Швейцария потеряла статус нейтрального государства. Во второй рабочей группе основной акцент был уделен свободе передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазия. Планируется проведение информационной сессии с участием специалиста на следующем раунде и организация рабочей группы по этому важному вопросу. Проведение следующего 63-го раунда дискуссий намечено на первую половину марта 2025 года. Состоялась встреча участников делегации из Абхазии с нашими соотечественниками из рода Абаза, проживающими в Каире. Делегатов встретили весьма радушно. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Руководитель делегации Вадим Харазия рассказал нашим соотечественникам о главных целях визита делегации в Египет. В своей речи он отметил, что уже прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Египте, на которой обсуждались ряд вопросов, которые играют важную роль во взаимодействии абхазской диаспоры в Египте со своей исторической родиной. Также отметил, что одной из главных целей прибытия в Каир является налаживание связей с соотечественниками и с дальнейшим основанием Государственным комитетом республики по репатриации в городе Каир Абхазского культурного центра, который необходим для сохранения и развития абхазской диаспоры в Египте. Участники встречи, представители абхазской диаспоры в Египте, весьма положительно отреагировали на идею основания в Каире Абхазского культурного центра. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али встретился с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммадом Рабиа Каладжи. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, необходимость проведения второго заседания комитета. На встрече шла речь о предпринимаемых мерах по реализации подписанных соглашений, а также завершающих этапах подготовки соглашений в области таможни, образования, сельского хозяйства и других, планируемых к подписанию в ходе второго заседания. Была отмечена важность создания торговых представительств, необходимость расширения взаимных визитов представителей торговых организаций и проведения совместных мероприятий в сфере экономики. Банки Абхазии и Южной Осетии договорились о сотрудничестве. Рабочая встреча председателей банков Беслана Барателя и Сослана Бикоева состоялась в Сухуме. Договорились начать работу по установлению прямых корреспондентских отношений между банками. В Банке Абхазии успешно реализуется выпуск коллекционных инвестиционных банкнот, отметил Бикоев. По его словам, Южной Осетии был бы очень интересен этот опыт, а также создание национальной платежной системы по аналогии САПРА. Стороны также достигли договоренности о возможном обмене опытом с сотрудниками нацбанков. Деятельности Института сельского хозяйства, Академии наук Абхазии и программам, направленным на развитие аграрного сектора, посвящалась встреча премьер-министра Александра Анкваба с директором Института
Люсиком Айба. В этом году Институту сельского хозяйства исполняется 30 лет. Айба отметил, что работа института должна быть и впредь направлена на сохранение генетических ресурсов растений и животных, на научное обеспечение закладки многолетних и однолетних насаждений и их дальнейшее возделывание, на развитие отрасли переработки, что расширит экспортные позиции Абхазии. Он проинформировал премьера о предстоящей международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию создания Сухумской садовой сельскохозяйственной станции и 30-летию Института сельского хозяйства. Конференция состоится 14-15 ноября. На нее приглашены руководство Российской академии наук, а также представители ведущих научных центров и институтов России. МВД Абхазии усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 8 по 10 и с 26 по 29 ноября в связи с проведением на федеральной территории Сириус первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка» и 4-го конгресса молодых ученых. Увеличено количество патрульных групп, усиленных сотрудниками оперативных подразделений и специальных служб МВД. Также в целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 8 по 10 и с 26 по 29 ноября вводится в эксплуатацию пост ДПС «Холодная речка». В управлении государственной автоинспекции состоялось совещание под руководством министра внутренних дел Роберта Киут. Кроме того, МВД продолжает специальные рейдовые мероприятия на дорогах. Смотрите материалы пресс-службы ведомства. В управлении государственной автоинспекции состоялось совещание под руководством министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут, который поздравил лично состав УГАИ в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Согласно приказу министра внутренних дел, в должности начальника УГАИ утвержден Дамей Авицба. Виктория Тимченко назначена на должность начальника РЭО УГАИ МВД. Также в соответствии с положением о службе в органах внутренних дел Республики Абхазия и в связи с празднованием Дня милиции очередные специальные звания присвоены ряду сотрудников. Звание подполковник милиции присвоено майору Константину Адлиба. Звание капитан милиции присвоено старшему лейтенанту Иснату Гривапш. Также очередное специальное звание старший лейтенант присвоено Тимуру Кварацхелия, Нестору Кишмария, Алясу Базба, Эсме Делба, Инверу Кваранзе. Поздравляя сотрудников госавтоинспекции, Роберт Киут отметил, что впереди у ГАИ стоят сложные задачи, выполнять которые необходимо четко и качественно. Есть к чему стремиться, мы действительно достойно всегда готовы отметить всех сотрудников, которые сегодня служат в органах внутренних дел. А главное, чтобы были правильные показатели, которые дадут возможность нам реализовывать все те планы, которые мы наметили. Как вы знаете, основной сегодня акцент мы делаем на работу государственной автоинспекции, так как ваша работа, как я ранее говорил, очень важна для сохранения жизни наших граждан. Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и благополучия. С поздравлением ко Дню сотрудника органов внутренних дел и напутственным словом к личному составу обратились заместитель министра, полковник милиции Беслан Чкадуа, начальник управления ГАИ Дамей Авицба. Поздравляю вас всех, весь личный состав госавтоинспекции прежде всего. Немалая работа делается, на самом деле это видно, труд очень серьезный, тяжелый, кропотливый, требования к нам, ко всем высокие, понятное дело, но действительно за ту работу, которую вы делаете, вам огромное спасибо. Поздравляю вас всех с праздником, многих еще достойных мы отметим. Сегодня этот праздник для всех наш большой, святой день основания, день милиции, тот день, ради которого мы служим, работаем. Я желаю вам успехов, благополучия вашим семьям, чтобы у вас все получалось. Получится у вас, получится у нас у всех и у государства, и это очень важный труд, который вы выполняете. Хочу присоединиться к словам в лице вас, товарищ министр, весь личный состав Министерства внутренних дел поздравить с этим профессиональным, с наступающим праздником, пожелать в первую очередь крепкого здоровья всем, удачи, успехов, терпения в нашей нелегкой работе. С нашей стороны, от сотрудников госавтоинспекции, мы будем наращивать свою работу, будем делать так, чтобы на наших дорогах
было меньше дорожно-транспортных происшествий, наши люди, чтобы не погибали. Спасибо за ту поддержку, которую вы нам даете всегда. Также в связи с празднованием Дня милиции ряду сотрудников вручены медали за отличие в службе 2 и 3 степени, сняты назначенные ранее дисциплинарные взыскания. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Барзани Валерий Рауфович, 1988 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, повторно совершив данное правонарушение. Казаченко Януш Владимирович, 1996 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Тарба Юрий Тенгизович, 1978 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Тхайцук Астамур Васильевич, 1991 года рождения, житель Гулырыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Терещенко Андрей Юрьевич, 1976 года рождения, житель Краснодарского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лакарба Резо Александрович, 1951 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бигвава Андрей Александрович, 1978 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Нерсисян Нерсес Нерсесович, 1985 года рождения, житель Гулырыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шарян Геворг Альбертович, 1971 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джамалян Михаил Суренович, 1979 года рождения, житель города Сухому, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кондроков Андемиркан Амирович, 2005 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барганджи Саид Ривазович, 2001 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шамба Сандро Эдуардович, 1988 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Авиц Бадгур Ричардович, 1997 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Когоня Милор Бесикович, 1990 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Федерация баскетбола Абхазии подписала меморандумы о сотрудничестве с баскетбольными федерациями России и Южной Осетии. 7 ноября спортивная общественность Абхазии отмечает столетие абхазского баскетбола. В этой связи в Сухум приехали руководители баскетбольных федераций России, Южной Осетии, Карачаево-Черкесии, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Слово Олесе Адлиба. 7 ноября баскетбол Абхазии отмечает круглую дату – 100 лет со дня официального появления как вида спорта. В Большом зале заседаний правительства республики в этот день собрались представители спортивных индустрий Абхазии, России и Южной Осетии, чтобы отпраздновать это знаменательное событие. Одним из главных участников торжественного заседания стал президент Абхазии Аслан Бжани, который вошел в зал под звуки государственного гимна. Это большое важное событие для игроков, тренеров, болельщиков и всего отечественного спорта. Отрадно, что по прошествии десятилетий в нашей стране сумели сохранить историю этого престижного вида спорта и продолжаются победные традиции, заложенные истинными подвижниками, нашими прославленными спортсменами и тренерами. И после Отечественной войны народа Абхазии, возглавив Федерацию баскетбола республики, делал все, чтобы баскетбол в нашей стране продолжал жить и развиваться. В ходе мероприятия первые лица баскетбольных федераций вручали памятные подарки главе государства. Друзья, от лица Российской Федерации баскетбола Аслан Георгиевич хотел бы поздравить вас со столетием абхазского баскетбола. Также передать огромный привет от лица президента Российской Федерации баскетбола Андрея Геннадьевича Кириленко. Вы знаете, буквально несколько дней назад закончил читать книгу «Красные гиганты советского баскетбола», и многие легенды советского спорта отмечали, насколько
важно и круто было готовиться к Олимпийским играм, к чемпионатам мира, к чемпионатам Европы именно здесь, в Республике Абхазия. Я уверен, что эти традиции сохранятся и продолжатся, и совместными усилиями мы будем продолжать развивать и баскетбол в России, и баскетбол в Абхазии. В рамках заседания участники говорили о важности исторического наследия абхазского спорта. Так, первый шаг к развитию баскетбола в Абхазии был сделан с постройкой первой баскетбольной площадки в начале 20 века, что дало старт появлению первых игроков и тренеров. Ни одно направление спорта не развивается без тренеров. И огромное счастье сказать за наших великих тренеров, вспомнить их. Это такие люди, как Александр Седов, Владимир Хашба. Огромное спасибо руководству страны за возможность привести в порядок могилу Владимира Хашба. Открыты были мемориальные доски в честь Александра Седова, Владимира Хашба. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности администрации города Сухум, депутатам городского собрания. Также президент Федерации баскетбола Южной Осетии высказал свою благодарность за сотрудничество с Абхазией. Наши страны объединяют давние прочные узы дружбы. Сотрудничество России, Абхазии и Южной Осетии в сфере спорта имеет устойчивую основу и позитивную динамику. Уверен, реализация направлений меморандума будет способствовать дальнейшему укреплению нашего спортивного братства и взаимоотношений в спорте. Абхазскому баскетболу искренне желаю оставаться в числе наиболее популярных в стране видов спорта, новых достижений, ярких, талантливых игроков, дальнейших успехов и всего самого доброго. Центральным моментом торжественного заседания стало подписание меморандумов между баскетбольными федерациями Абхазии, России и Южной Осетии. Также состоялось торжественное награждение за значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола в Республике Абхазия. Подписанные документы по убеждению представителей баскетбольных федераций станут хорошей базой для совместного движения вперед. Таким образом, можно сказать, что сегодня мы отмечаем не только вековой юбилей абхазского баскетбола, но и старт в будущее этого вида спорта, полная надежд и достижений. Алиса Адлиева, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. Боевая ничья. В рамках праздничных мероприятий 7 ноября был проведен товарищеский матч между ветеранами России и Абхазии. Он закончился с уникальным счетом 50-50. Прямую трансляцию баскетбольного матча вы смотрели на нашем канале. Победу в этом матче уже на ленточке. Всего 6 секунд. И есть попадание! Большое у нас психологическое давление на Владимира Райского. Посмотрим, что с нервами. Да, ну как, не засчитали бросок. И сейчас будет Райский. Первый есть. И 50-50. Как все на тоненького у нас здесь в этой встрече. Там буквально, говорит, попробуй только промахнуться. Ой! Да, нервы сдают у Райского. Кто бы мог подумать, у рекордсмена книги рекордов Гиннесса сдают нервы. 50-50. А у нас под шумок здесь матч заканчивается. 50-50. Никакого овертайма. Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Чгярда Чимчирского района. Старое здание находилось в аварийном состоянии. В 2017 году его снесли, построив часть нового. В прошлом году восстановительные работы продолжились. На завершение строительства из республиканского бюджета было выделено более 2,5 миллионов рублей. В Чгярдском ФАПе обустроены детские, стоматологические, инфекционные кабинеты, приемная, хозяйственный блок и санузел. Здесь работают 2 медсестры и стоматолог. Тем самым жители села имеют возможность получить первую медицинскую помощь в комфортных современных условиях. В селе 90 детей дошкольного и школьного возраста. По словам детской медсестры Саиды Зантария, родители с удовольствием пользуются новым пунктом.
345,2 миллиона рублей составила сумма начисления таможенных платежей в октябре 2024-го. Плановый показатель за октябрь выполнен на 98%. За 10 месяцев таможенными органами республики начислено 3 миллиарда 411 миллионов рублей. План за данный период выполнен на 121%. Министр по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия в ходе своей пресс-конференции подвел основные итоги уходящего года, а также показал статистику последних лет в области пополнения республиканского бюджета за счет собственных средств. План на 2015 год составлял 2 миллиарда 233 миллиона рублей. План 2016 года составлял 2 миллиарда 581. План 2017 года составлял 2 миллиарда 791. План 2018 года составлял 2 миллиарда 716. План 2019 года 2 миллиарда 762. План 2020 года составлял 2 миллиарда 789 миллионов рублей. План 2021 года 2 миллиарда 958 миллионов рублей. План 2022 года составлял 3 миллиарда 526 миллионов рублей. План 2023 года составлял 4 миллиарда 318 миллионов рублей. План 2024 года составляет 5 миллиардов 666 миллионов рублей. На показатели на данный момент у нас работа идет с Министерством финансов. Приблизительные плановые показатели, могу сказать, будут где-то до 6,6 миллиардов рублей. О чем это говорит? О том, что на сегодняшний день те резервы, о которых вы говорите, они изыскиваются, увеличиваются налогоплательщики. Вот только в курортной сфере у нас увеличение, это 23 объекта. Это по только организации. Количество номеров увеличилось на 1372. Демократия и традиции абхазской государственности. Круглый стол под таким названием состоялся в Абхазском институте гуманитарных исследований. Директор института Арда Ашуба призвал коллег к обсуждению вопросов истории и современности демократического государства, вызовов нового времени и отношения к традициям. Ученые напомнили об истории абхазской государственности, принципах устройства традиционного общества, отметили важность возвращения к своим истокам. حرا ديمقراطية حوطها ديمقراطية حند كارد مشرنيقو ديمقراطية حند كار أخيانار خوي حرا حبس وجلر حيكور خريم ماجك إن خزخوغو أب ديمقراطية أجلر رمشروب أجلر يشتر خوزارو وسناقخا أجلر ارتخرحي خبش وزر ميلاد كحسابلا بسنا حكم خو خبخزارة يحيحا يتخوت يحخون شوك يتزاد أبرييت خوقنجي وقت زحق قزر سزع وبرت بحرلة شايف بحب يخا حزيك شز يخي وخي حبز شيء حتورخي حدو حي زي يخبشوي تزع وإبشم زار بيقو ماجك حتشلح بساخش حتشلح رواشة يحززلو شز على رجي إني بنقلن يزدروا دبوس يبش بقارة نشتاح خرجي حب حزقنو قشة. Видеоверсию круглого стола «Демократия и традиции абхазской государственности» в Абиги смотрите в ближайших эфирах телеканала. Общественная организация ПИПШ-21 продолжает на База ТВ проект «Сила общества». Это цикл круглых столов о гражданской инициативе в разных сферах нашей жизни, экологии, сельском хозяйстве, культуре и многих других. Очередной выпуск посвящен общественным организациям и инициативам, осуществляющим свою деятельность в области городского активизма. С приходом индустриализации, когда уже надо было как-то срочно заселять людей в какие-то типовые строения,
полностью разрушили вот весь комфорт наших городов. Ты приезжаешь на следующее утро, а он снес и говорит, что оно упало просто само, потому что трактор заехал. Какие-то вещи тебя ужасно раздражают, ты становишься злым. Ну, я, например, со своими детьми ни разу на коляске не выезжала за пределы набережной. Ты же разбираешься в пропорциях, динамике, вот в ритмике. Какое-то здание разрушили, где-то что-то прицепили, какой-то нелепый балкон. Плюс еще одна странная балясина. Просто как будто бы надо найти человека, кому ты доверяешь это здание, и сказать, пожалуйста, не испорть его, и вот понадеяться, что он не испортит. Круглый стол «Сила общества. Городской активизм». Смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Новости культуры. Впервые в Китае в 3 городах Поднебесной прошли гастроли оперной певицы, народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава и лауреатов международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Как китайская публика принимала солистов из России в репортаже наших российских коллег. Впервые в Китае в 3 городах Поднебесной прошли гастроли оперной певицы Хиблы Герзмава и лауреатов международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Как китайская публика принимала солистов из России? Репортаж Александра Балицкого. Их всего 2 на сцене. Весь вечер никакого оркестра, только аккомпанемент рояля. И как, казалось бы, удержать внимание огромного зала в Китае, что так привык к размаху? Ну, Хиблы Герзмава этот размах как раз в голосе. И сама она любит повторять. Первым долгом я своим звуком обнимаю зрительный зал и всех людей, которые пришли. А дальше обнимают они меня. Невероятно, но всемирно известная сопрано, которому рукоплескали самые лучшие концертные площадки мира, в Поднебесной впервые. И для знакомства с китайской публикой Герзмава выбирает и самую беспроигрышную программу – романсы русских композиторов – Чайковского, Рахманинова, Глинки. Знаменитые строчки Пушкина здесь знакомы даже тем, кто никогда не учил русский. Здесь каждое слово, каждый звук попадает точно в сердце. Для него это как лекарство. Потому и реагируют в зале на каждую ноту. Для всемирно известной оперной дивы ее первое сольное выступление в Китае, еще и продвижение собственного международного фестиваля Хибла Герзмава приглашает. И для китайских вокалистов это еще один трамплин на большую мировую сцену. Вот и в Китае вместе с ней на сцене первые лауреаты ее фестиваля – китайский бас Хоули Вэй. Хоть и распевается под партией из итальянской оперы, но именно по русским песням планируют изучать русский. Тем более, что фирменный финал всех концертов Хиблы – это подмосковные вечера. В Пекине их пели всем залом. И вот уж точно сюрприз. Специально для местной публики артистка даже разучила куплет на китайском. Вы знаете, если вы говорите на абхазском языке, вам абсолютно несложно петь на китайском. Я китайские слова писала транскрипцию на абхазском языке. Мне это гораздо, как-то поспокойнее. Вопросов к произношению у китайцев, кстати, совсем не возникло. Язык музыки и души универсальный. Александр Балицкий, Николай Петров. Вести из Пекина, Китай. А народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба в эту субботу, 9 ноября, выступит в Саратове, где исполнит опус «Шнитки» для голоса и фортепиано «Магдалина» в рамках фестиваля «Шнитки. Лабиринты». Уже 25 ноября Алиса Гицба выступит на сцене малого зала Московской государственной консерватории Чайковского в рамках вечера камерной вокальной музыки, посвящения поэту к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Хаджарат Джикерба стал финалистом Всероссийского литературного конкурса «Поэзия русского слова» в Анапе. В этом году на конкурс поступило 60 заявок от прозаиков и поэтов из России и Абхазии. Финалистом в номинации «Поэзия» стал Хаджарат Джикерба, молодой автор из Абхазии, которого наградили дипломом. Как и прежде, очередной конкурсный сезон поэзии русского слова был направлен на выявление и поддержку талантливых авторов. Конкурс проводится в 7-й раз. О погоде.
пятницу, 8 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 1 до 6, днем от 9 до 14 градусов, температура морской воды 18 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.